Гидрофизический институт в Абхазии был создан в конце 40-х, начало 50-х годов прошлого века, спустя менее чем через 10 лет после Второй мировой войны. В то время укрепление обороноспособности Советского Союза было приоритетным. Таким образом, и научная станция на окраине Сухума, по сути, являвшаяся филиалом Московского акустического института, также работала на укрепление обороноспособности Союза. Специалисты станции, вследствие получившей статус института, выполняли серьезные народохозяйственные задачи. В частности, проводили исследования рыбных ресурсов и их миграции. Но часть отделов и лабораторий института была засекречена. С годами все изменилось. Многие секретные разработки перестали быть тайной. А в период перестройки и особенно после развала Советского Союза многие ученые, не нашедшие применения на территории постсоветского пространства, уехали в страны Европы и в США. Поэтапно он строился, создавались корпуса, и к началу 80-х это был очень мощный, ведущий акустический, институт в бывшем Советском Союзе. У него были несколько судов, которые ходили по всем морям и океанам. Люди дрейфовали на льдинах в Северном Ледовитом океане, вели исследования кругосветных путешествиях. Такие огромные возможности были у этого института. К сожалению, в настоящее время гидрофизический институт, обладающий такой огромной историей, таким большим вкладом в науку, он оказался сегодня не востребован. Одним словом, работа института изменилась. Если раньше большая часть тем имела оборонную направленность, то сегодня на первом плане экологические и народохозяйственные задачи. А институт экологии сформировался в недрах гидрофизического института, и началось это еще в 1999 году. В 1999 году было принято решение о создании в гидрофизическом институте отдела экологии. И отдел экологии, постепенно вырастая, обретая силу, привлекая новую тематику, новых сотрудников, он сегодня оказался более востребован. И в целях спасения и сохранения потенциала гидрофизического института, его научных сотрудников, было принято решение слить это оба института. Слияние двух институтов позволит сохранить уникальный научный коллектив, расширить возможности института, в частности, углубить научные исследования, придать им мощный импульс, уверены специалисты. Мы находимся в состоянии объединения двух институтов, объединения двух коллективов самым таким бесконфликтным способом ради главной задачи – сохранения уникальных коллективов. В Институт экологии вольется большое научное подразделение с расширенной и наполненной лабораторной базой, ценные специалисты со своими идеями, с готовым механизмом их реализации. На тот момент, когда мы проводили съемку, сотрудниками ставился эксперимент. Ряд проектов Гидрофизического института экологии, они были уже смежными. То есть Институт экологии очень активно внедряет цифровые технологии. И одним из ключевых моментов для нас – это запись данных в цифровом виде и хранение их на сервере. Для того, чтобы собрать большие базы данных погодных и морских измерений, то есть вообще измерений в целом. Перед вами макет цепочки измерения температур моря, причем температура моря будет мериться на разных глубинах. Это один из проектов, который сейчас продолжается в этом году. Перед вами загерметизированный датчик, который сейчас в режиме реального времени записывает температуру в двух различных стаканчиках. Пока это здесь, но это в дальнейшем перенесется все на море. И плюс мы ставим сервер и делаем обширную станцию для записи всех параметров, связанных с морем. Так как от моря зависит очень большое количество факторов погодных и
сельскохозяйственных. То есть это информация, которой многие заинтересованы. История Института экологии Академии наук Абхазии начинается с 2012 года. Институт приступил к выполнению фундаментальных и прикладных исследований в области экологии, биологии, геофизики, гидрофизики. Сотрудники проводят экологический мониторинг Черного моря, гидрологические исследования. Сейчас у меня в руках самшитовая огневка. Это бабочка, которая за последние 3 года нанесла один из самых существеннейших и серьезнейших уронов для нашей природы. Под ее воздействием мы потеряли самшитовые леса Абхазии. И оказавшись новым вредителем для нашей страны, у меня в руках сейчас пальмовый красный долгоносик, являющийся также инвазивным видом, пришедшим, к нам из Юго-Восточной Азии, и является одним из опаснейших, вредителей пальм. Он прогрызает ходы внутри пальмы и выедает точку роста, после чего пальма погибает. На территории бывшего атолла расположена единственная на всем Черноморском побережье многофункциональная лаборатория, основная задача которой заключается в создании системы мониторинга береговых процессов, дистанционного и наземного. Как рассказал директор Института экологии Роман Бар, в лаборатории сейчас идет капитальный ремонт. В 60-е годы на территории бывшего атолла проводили необычные эксперименты. Один из них – дом под водой. По словам Романа Бар, на глубине 30 метров была собрана конструкция. В то время сам Жак-Ив Кусто, французский исследователь Мирового океана, хотел попасть в этот дом под водой. Однако закрытая территория, повышенная засекреченность не позволяли ему наблюдать за экспериментом. Сегодня от дома под водой осталась только огромная железная капсула, которая должна была, проще говоря, адаптировать организм человека, побывавшего в подводном доме несколько дней. Этот инструмент, он предназначен для того, чтобы снимать параметры морской среды для целей экологического мониторинга. А сам бассейн уникальный. Таких бассейнов на территории бывшего Советского Союза считанные. Важно учесть, что все послевоенные годы условия для развития науки в Абхазии остаются крайне сложными. Помимо того, что институт нуждается в государственной поддержке, так еще и разрушается знаменитый Сухумский маяк, расположенный на территории института. Это уникальное творение инженерных технологий было привезено из Франции и установлено в Сухуме в 1864 году. О том, что маяк изготовлен во Франции, также свидетельствует надпись над входной дверью «Эрнест Койнт». Кстати, такая же надпись выгравирована на знаменитой Эйфелевой башне в Париже. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.